Резонансное событие, которое произошло в Таджикистане и повергло всех в шок. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. На прошлой неделе в собственном доме в Душанбе неизвестными была убита Саадат Кулиева. Ее имя стало известно после того, как в 2009 году при невыясненных обстоятельствах умер ее сын Хуршед Бабакалонов. И она пыталась донести до соответствующих структур, что его убили. О том, что Кулиева была убита, подтвердили в УМВД по городу Душанбе. Однако другие подробности ее смерти неизвестны. И в УМВД, и в МВД сказали, что в интересах следствия они пока не могут предоставить дополнительную информацию. Между тем, по данным источников, женщину нашли с множественными ножевыми ранениями и признаками удушения. Саадат Кулиева долгие 13 лет пыталась доказать, что ее сын был убит, и привлечь виновных в его смерти к ответственности. Она обращалась во все возможные структуры, вплоть до Комитета ООН по правам человека. Напомним, смерть Хуршеда Бабакалонова, заведующего приемным покоем Республиканского онкологического центра, наступила 27 июня 2009 года после того, как его задержали милиционеры. Сотрудники милиции потребовали показать им содержимое его спортивной сумки. Однако Бабакалонов отказался, требуя в защиту своих прав обоснования для проверки его сумки, что вполне логично. После этого между ним и милиционерами произошла стычка. В результате врача затолкали в милицейскую машину и привезли в отделение района Исмаили Самани. Однако до туда он так и не доехал. Он умер в дороге, в милицейской машине. Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали смерть Хуршеда Бабакалонова. По официальной версии, которую огласила МВД, врач скончался по пути в отделении милиции от сердечной недостаточности, а также от закрытия пищи и дыхательных путей. Между тем, родственники погибшего не раз заявляли, что на его теле были замечены следы кровоподтеков и уверены, что смерть молодого человека наступила в результате жестокого избиения со стороны сотрудников милиции. Как вы относитесь к этой ситуации? Как вы думаете, кто на самом деле убил молодого человека и его мать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Саадат Кулиева утверждала, что следы телесных повреждений были обнаружены во время ритуала омовения тела, поэтому она после смерти сына подала жалобу в прокуратуру района Исмаили Самани города Душанбе. Было возбуждено уголовное дело. Позже это дело несколько раз закрывалось и вновь открывалось. Не добившись справедливости, пройдя все механизмы защиты прав человека внутри республики, Саадат Кулиева 23 февраля 2015 года обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет по правам человека ООН против Республики Таджикистан о признании факта применения пыток и жестокого, бесчеловечного обращения с ее сыном. Несмотря на то, что ее просьба была удовлетворена и комитет требовал принять меры по делу Бабакалонова, дело так и не сдвинулось. 22 февраля этого года Саадат Кулиева обратилась в суд столичного района Исмаили Самани с исковым заявлением, в котором потребовала от МВД как ответчика и Генеральной прокуратуры как соответчика возмещения морального вреда. В заявлении она отмечала, что расследование факта смерти Хуршеда Бабакалонова было неэффективным. С 2012 по 2012 годы прекращалось более 7 раз, и своевременное и беспристрастное расследования не были обеспечены. Прошу суд признать мое право потребовать возмещения морального вреда в связи с неэффективным расследованием обстоятельств смерти моего сына Хуршеда Бабакалонова и невыполнением рекомендаций Комитета ООН по правам человека. Требую, чтобы МВД Республики Таджикистан и Генеральная прокуратура Республики Таджикистан возместили мне моральный вред, говорилось в заявлении Саадат Кулиевой. 8 июня текущего года районный суд имени Самани отклонил иск Саадат Кулиевой к МВД и Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан. Позже она была найдена убитой. Как вам такая ситуация? Как вы думаете, что на самом деле произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.